Откуда появилось название Аксубаева? Название Есть, наверное, Аксубаева? интересная история. Есть три версии. Первая версия такая. Вода в нашем районе, очень большой примесь у нас извести в нашем районе в воде, вот поэтому называется Аксу. И вторая версия есть, что вот на эту речку Аксу прилетал когда-то очень много лебедей белых. И вот эта речка была белой-белой, поэтому назвали Аксуба. И третья версия есть, да, вот вы сказали, как приезжал на этом месте, первый поселился как бы чувашский князек Акспай. И по названию его три версии происхождения, значит, Аксубайского района. Здравствуйте, дорогие друзья и сенмесес! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем наши кулинарные путешествия, и сегодня нас встречает Аксубаевский район. Аксубаевский район, Аксубай района, муниципальный район в составе Республики Татарстан. Находится на юге, в Закамском экономическом районе. Административный центр – поселок городского типа Аксубаево, расположенный в 180 километрах от Казани. Наиболее важным полезным ископаемым района является нефть. Также важным природным ресурсом является кирпичная глина, а ведущая отрасль района – сельское хозяйство. Здравствуйте, дорогие друзья! Напоминаю, мы сегодня гостим в Аксубаевском районе и готовим вместе с директором Краеведческого музея Нурхаметовой Альфией. Исенмесес. Исенмесес, хайрлы кеннер. Мы рады вас видеть в нашей программе. Мы тоже очень рады. Я хотела вам преподнести подарок. Это Краеведческий наш музей, буклет о нашем музее. Вы познакомитесь поближе с нашим музеем. И эту вот книгу тоже выпустили мы в нашем музее. Называется она «По дорогам шелкового пути». Почему она так называется? Потому что через наш Аксубайский район проходил когда-то Великий шелковый путь, как говорит Анвар Хайри, наш тоже земляк. А еще хотелось бы подарить вам вот такой замечательный фартук, который я вышила сама вашей супруге, именно с татарскими вот орнаментами, тамбурная вышивка. Надеюсь, с этим фартуком она будет готовить еще в 1000 раз вкуснее. Рахмет. Это еще не все. Еще один подарок для вас. Вау. Это картина, которую я написала сама. Покажу. Называется она «Булгарский город Мәржан», где мы с вами сегодня находимся, где находится наш Изгишишме. Вот именно, и вот этот постамент говорит о легенде. Здесь очень красивая легенда. Может быть, попозже я вам ее расскажу. И вот и она в этой книге тоже есть. Вы с ней познакомитесь. Такой же солнечный день, летний, как и сегодня. Альфия ханым Бейджи Рахметовна, большое спасибо. Спасибо за все эти подарки. Вы очень красиво пишете картины. Надеюсь, также вкусно еще и готовите. Расскажите, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить? Руслан, мы сегодня будем готовить татарское национальное блюдо губадия. Но губадия бывает двух видов. Она бывает сладкая и бывает еще мясная. Губадия – это такое национальное блюдо, которое готовили именно в татарских семьях. И знаете, если губадию девушка еще не научилась готовить, то и замуж еще, она, значит, еще не готова до замужества. Вот они секреты какие. Да. Но мы сегодня готовим с фаршем, я так смотрю. Мы будем готовить сегодня с фаршем. Еще, знаете, вот такое есть, во время никаха готовилась губадия, ее разрезалась на несколько кусочков. Она покрывалась полотенцем, и когда, значит, приходили гости, то они брали кусочек губадьи и на никах ложили, например, бюляк. Какой-нибудь подарок. Подарок, да, бюляк. Но сегодня подарки у нас дарите вы. Да. Давайте начинаем. Так, начинаем, значит, тесто я уже приготовила. Тесто дрожжевое. Дрожжевое тесто. Оно, знаете, вот положили сюда 200 грамм молока, чуть-чуть, значит, дрожжей сухих, 2 столовые ложки песка, щепотка соли, 2 столовые ложки растительного масла и замесила тесто. Перемешали и оставили. Да, и вот оно у нас так красиво поднялось. Сейчас мы из него начнем готовить. У губади тесто бывает тоненькое, тонко нужно раскатывать, чтобы было такое, на закатле, такое вот именно блюдо такое вкусное должно быть получиться, не грубое. Так, значит, у нас здесь фарш, я уже его пожарила с лучком, изюм, рис отварили уже, все пробрали. Так, здесь у нас яйца, крошку я тоже приготовила и сливочное масло растопленное. В общем, все готово. Итак, берем сковороду. Да, берем сковороду, берем, значит, мы канат варим, такой, и, значит, красиво маслом Альфия ханым, по поводу кухни хотел вас спросить. Здесь у вас проживают и чуваши, и русские, и татары. Да. Какие блюда готовят в Аксубаевском районе, кроме губади? Так, губади, эшпешмак, бялеш. Распространен бялеш еще не только такой мясной, который с картошкой, но бялеш еще готовит с рисом, с изюмом, сладкий бялеш. Еще готовят, значит, рис, гречка, изюм и куряга, чернослив, тоже очень... Такого я еще не пробовал. Да? Ну, в следующий раз, значит, мы приготовим такой бялеш для вас. Так, ну все, мы, значит, нам маслом помаслили. Так, я чем могу помочь? Что так, могу сделать? вы можете, наверное, вот тоненько покрошить яйца. Мелко-мелко, Мелко-мелко. Так, это значит, сковородку я сюда.
Сковородку пока отложим, да? Да, пока ее отложим, она нам пока мешает. Так, мы берем, значит, муку. Да. То есть вы сейчас начнете раскатывать? Да, да, сейчас начну раскатывать тесто. Вот. Но один из моих любимых вопросов, когда мы приезжаем вот в новые районы, Мгм. это откуда появилось название Аксубаева? Название Есть, наверное, Аксубаев. интересная история. Аксубаевский район, значит, почему он называется Аксубаевский, есть три версии. Первая, значит, версия такая. Подайте мне, пожалуйста, скалку. Так, скалка, пожалуйста. Мгм. Ага. Первая версия такая, значит, слово Аксубай как бы делится вот на два слова, да, если с татарского переводить, у нас получается Аксу и Белая Бай. вода? Да, И белый, богатый- богатый и богач. белой водой, да, и белый А. богач, вот, да. Мгм. И действительно, вода в нашем районе, очень большой примеси у нас извести в нашем районе в воде, и сейчас очень много, вот поэтому называется Аксу. И Мгм. вторая версия есть, что вот на эту речку Аксу прилетал когда-то очень много лебедей белых. И вот Мгм. эта речка была белой-белой, поэтому назвали Аксуба. И третья версия есть, да, вот вы сказали, как и приезжал, на этом месте первый поселился как бы чувашский князек Акспай. Ага. И по названию его три версии происхождения, значит, Аксубайского района. Не И хотим кого расскажите взять. нам, пожалуйста, вот про герб. Очень красивый герб у вас. Ага. У района 3 голубя, да? там? Да, три Солнце. голуба. Значит, эти три голуба олицетворяют, что в нашем районе в дружбе, в согласии, в мире живут три основные национальности. Это татары, чуваши и русские. Но численность чуваш в нашем населении больше. На год это 48% у нас чувашского населения, 36% это татары и Мгм. 16% остальные население. Русские и другие. Вот. Так, ну и в центре у нас солнце. Когда солнце это символ как вообще процветания, добра, жизни. Без солнца ничего не бывает. И вообще флаг и герб разделен как бы вот вилообразно на поля, потому что показывает у нас район сельскохозяйственный, аграрный район наш. Так, ну вот я тесто вроде раскатала. Теперь я его на сковородочку. То есть крышку отдельно мы катаем, а основание это. Давайте я Конечно. помогу. Да. Раз много национальностей, значит много и праздников у вас. Да, у нас Расскажите. много праздников. Даже вот у нас в этом году, наверное, впервые, может быть, даже и в республике впервые, два праздника объединили в один. Это у нас в этом году был Сабантуй и Уяв в один день. Вот. То есть чувашские и татарские национальные праздники Да. сделали в один день. Да, в один день получилось. Ну как народу-то понравилось? Ну, понравилось, народу было очень много. Сарасаки сарлага тенега волкан, ханана богас ялан пирендин тукман. Тыдыргали давана земь сара кургине, эшсе парыр даван земь тутла сарине. Тыдыргали давана земь сара кургине, эшсе парыр даван земь тутла сарине. Килде берет мне сара, ванata ванатуны, сара кабакла сара тутла жавдини. Тыдыргали давана земь сара кургине, эшсе парыр даван земь тутла сарине. Тыдыргали давана земь сара кургине, эшсе парыр даван земь тутла сарине. Так, вот без хамерных жейдек. Так, Мгм. тесто мы, значит, положили. Первый слой ложится чуть-чуть риса. Почему? Потому что вот то, что губадья очень любит масло. Если нет, значит, масла, то губадья это не губадья, Мне получается, она кажется, сухая. все татарские пироги любят масло. Да, да. И нужно положить чуть-чуть риса, чтобы рис впитал, и вот дно губади не получилось слишком жирным и не Мгм. разваливалось. Вот поэтому вот у нас рис уже готовый, я его на дно вот так чуть-чуть аккуратненько. Первый слой риса. Первое, чуть-чуть только, много не надо. Альфия Хановна, скажите, Ага. пожалуйста, а вот вы родились здесь, в Аксубаево? В Аксубаевском районе? Я родилась сама в Аксубаеве. Мгм. У меня папа из Карасы, деревни Карасы, мама из татарского Санчелеева. Они переехали То есть сюда. все корни местные. Да, местные А как аксубаевские. оказались вот вы в музее в краеведческом? В музее краеведческом. Я сначала до этого работала в детской школе искусств. 15 лет Ага. проработала на художественном отделении. Детей учила. Мои же ученики, мои студенты приехали, теперь сами преподают в этом детской То есть школе. народ все-таки, когда уезжает из Аксубаева, потом возвращается. Да. Так, ну а теперь вот корт положим уже. А второй слой идет творог. Да, вот корт положим. Корт очень вкусный, рассыпчатый. Для того, чтобы для губди его сначала надо пропустить через мясорубку, с песочком Мгм. смешать, чтобы он такой у нас рассыпчатый был. Но несмотря на то, что у нас губадья с фаршем, корт все равно идет сладкий, да? Да, Все равно. да. Но мы песочек сыпать не будем ничего дополнительно.
Так, А мы тем временем продолжаем готовить губадью по аксубайскому рецепту. Да. Альфия ханым, у нас что здесь? У нас первый Так, слой риса. Чуть-чуть второй был корт. рис, а теперь Да. вот корт побольше. Яйца я уже нарезал. Ну, хорошо, В общем, замечательно. процесс в самом разгаре. Да, После да, да, небольшой да. паузы мы продолжим. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, напоминаю, вы смотрите летний выпуск программы «Секреты татарской кухни». И сегодня мы гостим в Оксубаево. Готовим губадью из фарша. Альфия ханым сегодня у нас за главного, за старшего. Да, да. Что дальше у нас? Так, ну, и, значит, мы положили рис, Корт. потом корт положили. Мгм. Теперь мы еще рис положим. Второй слой, да? Второй слой риса, теперь чуть побольше. Первый слой мы для того, чтобы дно дно у нас по воде и маслом слишком не пропиталось. Альфия ханым у нас очень творческий человек. Рисует картины, вышивает. Наверняка еще поет и танцует, да? Нет, ну, не пою и не танцую. Ну, если только дома. Да, да, танцевать я люблю вообще-то. Что интересно, какие творческие у вас коллективы есть, кружки? Вот, может, что-то с музеем связано? Так, ну, в музее, вот я, как начала работать в музее, вот я работаю 4-й год, я уже говорила, организовала творческое объединение «Озарение». Потому что, оказывается, в нашем Аксубайском районе есть такие очень много творческих людей, которым это все нравится. И мы, люди по интересу, нам очень интересно вместе встречаться, потому что каждый месяц практически мы открываем новые выставки в нашем Аксубайском районе и открываем именно наших земляков. Есть это и которые учились художники, есть также, которые, значит, у нас и самоучки. Так, ну вот у нас второй слой риса. Мы заканчиваем его. Так, аккуратненько. Так, ну все, у нас вот мы рис закончили. Следующий слой у нас будет теперь фарш. Наконец-то. Вот, да, наконец-то и. фарш, да, и да. Я предлагаю фарш весь туда Да, добавить. да. Пусть будет мясо побольше. Да, да, мясо будет, чтобы вкусно у нас было. Ну и того, кроме того, что у нас творческое объединение «Озарение», у нас есть общественная организация татарских женщин «Аккалфак». Давайте я помогу. Давайте. Чем занимается движение? Общественная организация «Аккалфак» именно вот пропагандирует семью, что вот здоровый образ жизни. То есть за был, семейные за ценности, семейные ценности, да, вот именно с детьми проводим мероприятия, праздники, мастер-классы. Вот каждую пятницу в музее проводят мастер-класс по вышивке именно, тамбурной вышивке. И еще вот я сейчас, знаете, занимаюсь ушковой техникой вышивкой. Это была характерна только для наших казанских татар, эта вышивка. Вот колфак на мне, это ушковая техника. Кстати, вот этот колфак, это ваша работа? Да, это моя работа тоже. Вот такие талантливые люди живут на Аксубайской земле. Так, ну вот фарш у нас закончился. Мы красиво его теперь выровняли. Так, И следующий слой у нас у нас пойдет теперь яйца. яйца пойдут, да. Вот вы накрошили яйца, теперь мы их Давайте. аккуратненько положим. Вот. Альфия ханым, Ага. но ведь народ в Аксубаево не только на праздниках есть, да? Не Да. только на кружки и в Ну, музей и ходят. труженики. Да, я знаю, что очень трудолюбивый народ. Трудолюбивый, Вот да. чем заняты? Расскажите. Ну как, они выращивают сад, огород у всех То есть, есть у да? каждого обязательно большой Да, участок. большой участок, картошка обязательно. Видно, да. Так, вот затем, значит, скотину держат. У нас в Аксубаеве очень много коз, с которыми вот... И у меня даже есть 3 козы. Вот сегодня, вот утром еще сено собирали. Но козы. козье молоко, кстати, оно же очень полезно. Очень полезные, очень ценные, очень полезные. И вообще козу начала держать для того, что для сына, для маленького сына Ага. нужна была коза. И теперь привык, потом вроде он подрос, эту козу мы все продали. Ага. Ну, а зряктен малаем сырой. Мама, а где коза? А мама, а где коза? Вот, и пришлось опять купить козу. Теперь у нас есть коза опять. А, Так. кстати, Альфия ханым, есть же программа, и, насколько я помню, президент Татарстана о субсидиях. За каждую козу 1000 рублей субсидий. Правильно. Вы тоже ее Получили? Получили, да. Или это ежемесячно, как ипотека, приходит вам деньги? Нет, не имеешь. В год раз. В год раз, вот так вот, друзья. Да, да, да. Ну, а теперь у нас пойдет язым. Езем. Сладкий, да. Вот. Люди, я сказала уже, труженики, да. Мгм. Есть фермерские хозяйства. У нас развиваются такие вот и грибные хозяйства есть у нас, и птицеводческие фермы есть у нас, и инкубаторы есть в нашем районе. Вот у нас такой народ, труженики любят трудиться. Шлямясен, ашамысен гелер бит инде. Ну да, да. Не потопаешь, не полопаешь. Кто не работает, тот не есть. Да. Ну вот теперь тоже еземный салвы требси полностью. Кстати, вот время приготовления мясной губуди отличается от сладкой или нет? Но единственное отличается тем, что надо фарш сделать, прокрутить через Нет, мясорубку. я имею в виду, когда мы уже отправим в духовку. А нет, одинаково они. Сколько по потому времени? что фарш готовый тоже уже. Ну, 20-30 минут всего губадья, потому что начинка у губадья, она вся готовая. Только нужно, чтобы тесто у нас подошло. Так ведь? Мгм. Ну и теперь у нас Самый интересный Держи. момент, это масло, да. то есть добавляем Да, масло. добавляем масло обязательно. Я беру тем временем, пока
тесто. В нашем районе 3 культурных центра. Это татарский центр, чувашский центр и русский центр. В этих центрах они, значит, поют, танцуют, молодежь обучают этому, значит. То есть там не Праздники. только взрослые поколения, Нет, да? нет, обязательно, Участвуют? потому что это же национальные традиции, нужно передавать корни наши будущему поколению. Это цель нашей вообще жизни. Без прошлого нет будущего. Мы должны знать свои корни. Я на печке молотила, на шесточке веяла, сурмякину выносила, кого надо видела. Сурмякину выносила, кого надо видела. Видела парненочка, да говорю, цыганеночка. Видела парненочка, да говорю, цыганеночка. Гавря, 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 мой Гаврюша, душечка моя. Видела парненочка, да говорю, цыганеночка. Гавря, 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 мой Гаврюша, душечка моя. Гавря, 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 мой Гаврюша, душечка моя. Гавря, душечка моя, купи заветного коня. Так, ну итак. теперь для крышечки мы тесто берем поменьше. Мгм. И начинаем его тоже вот так раскатывать. Также обычно еще вот сладко, когда губадью готовишь, обычно Мгм. сыпят еще сахар. Да, но мы сегодня этого не делаем, так как у нас губадья с фаршем. А соль, перчик тоже не надо, да? Нет, ничего не надо. Потому что соль есть, в фарше соль есть, я Мгм. солью ее. И у нас рис тоже в соленой воде отваривался, поэтому соль там не надо. Мне кажется, многие зрители, которые вот даже и не слышали о том, что губадья бывает из мяса, ждут финал нашей программы, чтобы узнать, насколько вкусно и вкусно ли вообще это. Вкусно. Но сегодня мы этот секрет раскроем. А сейчас, дорогие друзья, мы совершим небольшую экскурсию по Аксубаевскому краеведческому музею. Проходим в наш музей. Первый у нас зал в нашем музее. Здесь постоянно меняются экспозиции. В месяц раз у нас меняется выставка. Сейчас представлена выставка детской школы искусств. И вот недавно, 13 июля, только мы открыли выставку Третьяк Лидия Георгиевна. Она была начальником отдела культуры, сейчас на пенсии и занимается живописью. Очень интересно было. И хотелось бы вот остановиться вот на этой итальяночке. Это итальяночка Раиса Кемча Беляева. Он наш земляк, основатель города Челнов. Еще его называли Раис Камазович. Еще потом автобиографии, фотографии. И у нас проходят Беляевские звезды, ежегодный конкурс в нашем Аксубаеве. И в Челнах он проводился, и в Казани, посвящен Раисе Кемча Беляеву. Следующий у нас зал «История Аксубаевского района». Вот здесь руководитель. Наш район был образован в 1930 году. Несколько властей объединили: Аксубаевскую волость, Ибрайкинскую волость, Старомокшинскую, и образовался наш Аксубаевский район. Так, ну и здесь вот и карта интересная у нас есть. Она была подарена главой нашего района Камиль Камаловичем Гельмановым. 1910 года карта Чистопольского уезда Казанской губернии. И вот здесь вот видно наш Аксубаевский район. Есть деревни, которые же исчезли сейчас, интересно. Но карта интересна тем, что если даже сейчас со спутника посмотреть, она вот точная, эта карта. 1910 год. Так, вот здесь находки. Вот эти, которые вот Эндар Хайри приезжал, и расходки проходили около деревни Щербень, потому что Шахрибану – это старинный город булгарского периода еще. И по нашему пути, пока в книге говорится Шахрибану, Шарбянка и Сассе, проходил Великий Шелковый путь по нашему Аксубаевскому району, именно через деревню Щербень. Сейчас мы проходим в зал естественной истории. Здесь представлен, значит, быт, утварь наших предков. Это вот фонари различные в конфигурации, формы, выпуклый фонарь, уличные фонари, настольные фонари. Вот, например, корыто, в котором и стирали, и капусту квасили, и детей купали. Стиральные доски, ведро. Вот ему уже где-то более 80 лет, но она вот воду мы пробовали наливать воду, оно не течет. Крынки керамические. В нашем Аксубаевском районе очень хорошая, качественная глина.
И поэтому вот сделали вот крынки, они и кирпич в нашем Аксубайском районе тоже производили. Так, и одежда, вот здесь национальная татарская одежда. Вот это абустай кульмяги из деревни Карасы. Тюбетейка вот видите. Вот люлька из лыка сделанная, которую можно было переносить с собой. Здесь вот видите шамаили, это изречение из Корана, которое вот в каждом доме мусульманской, татарской семье над дверью вешалось. Это даже вот тамбурной вышивкой вышитая вот есть одна. И на стекле вот такой классический тоже вариант. Так, ну а это вот будет, значит, стол, самовар, самый главный, да, чайничек, ложки деревянные, вот здесь половник вот такой очень интересный деревянный. Тоже вот эти вот сосуды, это рукомой и кувшин из бронзы, это 13 век. Вот найден около деревни Щербень. Вот эти вот посуды, это именно 13 век. Вот посмотрите, сито очень интересное, оно исполнено из конского волоса. Ухваты, жернова. Вот эти жернова мы в год один раз, когда бывает день музея 18 мая, мы детям разрешаем, приносим зерно и покрутить, как это же производилось, какой это был тяжелый труд. Одежда татарская, здесь намазлык, тоже из деревни Карасы, очень интересная тамбурная вышивка, по цвету очень красивое сочетание. Чувашский национальный костюм, сотканный вот ткань этого национального костюма именно на ткацком станке. Натурально, из льна это сделано все. И сшито вручную, не на машинке. И тухья, женский головной убор. Девушки одевали тухью, а женщины одевали хушпа. На это здесь видим, что это вот женщины вечерами, значит, ткали на ткацком станке, а мужчины же вот занимались уже, посмотрите, вот обуви сколько у нас, да, лаптей. Это они различные тоже формы, даже вот такие лапти есть очень тяжелые. Даже вот если их поднять, посмотрите, на платформе такие, которые носили вот именно осенний, зимний, весенний период, чтобы ноги не промокали. Ну, вот здесь вот интересные экспонаты вот этой витрины тоже нашего музея. Череп шерстистого носорога был найден около деревни Новоузеево. А бивни мамонта, вот 4-е, и зубы мамонта 2-й, и позвонок мамонта был найден около поселка Заря. То есть в нашем районе когда-то проживали, обитали и мамонты. Так, ну и теперь давайте ознакомимся с основателем же нашего музея. Волков Василий Иванович. Музей был основан в 1987 году. Это его письменный стол, печатная машинка. Василий Иванович Волков издал вот такую книгу «Край родимый Аксубай», истории нашего Аксубаевского района. Еще одна у него «Без прошлого не будет будущего», тоже Василия Ивановича Волкова. И у нас есть патефон, который он работает, если хотите послушать. Так, ну а теперь крышечку вот я приготовила, губади, да? Так, ну теперь вот края вот так защипываем, чуть поднимаем. Присобираем немножко. Да, присобираем, да. Вот. А теперь, значит, так аккуратненько крышечку тоже. Но этот процесс подвластен только женщинам, мне кажется. Хотя, честно, я один раз дома готовил сладкую губадью, и всем очень понравилось. Да? Но жена сказала, что столько я потратил денег, что выгоднее было купить готовую. Да? Ну, наверное, домашний все равно вкуснее. Можно я помогу? Конечно, да. Опа, надеюсь, не испорчу. Нет. Так, ну сейчас надо дощипать края. Угу. Губадья практически готова. Готово, все. Ну? Так, теперь, значит, маслом Немножечко, я да? помажу маслом, а вы вот, Руслан, мне Крошкой. поможете крошкой, да, посыпать? Сначала растительное масло, Да, растительное. потом крошка, которую мы Да, приготовили заранее, да, а заранее. потом отправляем в печь примерно на 30 минут и Да. будем пробовать губадью вместе с ароматным чаем. Губадья с мясом. Предварительно отварили яйца и рис, а мясной фарш обжарили с луком. Далее замесили дрожжевое тесто. Большую часть теста раскатали и выложили на смазанную растительным маслом форму. Далее на тесто тонкий слой риса, затем слоями корт, еще один слой из риса, мясной фарш, рубленые яйца и изюм. Всю начинку щедро полили растопленным сливочным маслом и из оставшегося теста раскатали крышечку. Края нижнего пласта теста завернули наверх, накрыли крышечкой и защипали края. Смазали растительным маслом и присыпали крошкой, приготовленной из муки, перетертой со сливочным маслом и сахаром. Запекали в печи 30 минут. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. У нас все готово. Альфия Ханым, Да, Бигзур да, Рахмет. Шикарную губадью мы приготовили. Вот она.
да. Вот она красивая, большая. Ну, здесь на такую вот на большую семью, да? А у меня просто большая семья. Сколько у вас У детей? нас 3 детей. Ага, Муж, свекровь, мы все вместе живем в одной дружной семье. им повезло. Мама, папа тоже у нас живут в Аксубаеве, и любые праздники отмечаем всегда вместе. У нас получается 8 человек, значит, в любой праздник. Ну, вот это губудья как раз на 8 человек, Да. а пробовать мы будем всего лишь вдвоем. Вдвоем, да. Начинаем. Ну, и я заварила еще очень вкусный чай, Руслан. Да, кстати, чай Да, ароматный, ароматный вот чай, аромат вот чувствуется. чувствуете аромат. Это у нас вот и мята, и мелиса, и календула. Вот Всё очень это вкусный здесь трав- растет да, на Аксубайской да, земле. Да, все на Аксубайской земле. У меня в саду все растет, и обязательно эти травы выращиваю. Давайте. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Бисмиллахи-рахмани-рахим. И все-таки мясная губадья, это тоже очень вкусно. Бисмиллахи. Но чай обязательно тоже Да, попробуйте. да, да. Вот, чувствуете аромат чая. Чай есть, да, биг тамли. И чай Мгм. очень-очень вкусный. Рахмат. Альфия Ханам, по традиции, вы знаете, я вот куда-нибудь приезжаю, да, и не всегда хочется там остаться. И в Аксубаю я тоже останусь. Да, оставайтесь, потому что вы не все еще узнали. У нас Аксубайский край очень интересный. Много очень загадок, интересных и легенд, и историй. И сам Аксубайский вообще район интересный. Оставайтесь. Мы очень Дорогие рады. друзья, приглашение принято, поэтому следующий выпуск программы «Секреты татарской кухни» также будет из Аксубайского района. Увидимся, дорогие друзья. Пока-пока. До встречи.